Сурату Фатиха. Кто знает Сурату Фатиха? Хорошо. Аль-Хамд. Кто знает? Альхамдулилляхи Раббил Алямин. Это одна и та же сура, правильно же? Сура Аль-Фатиха, которая называется, еще по-другому у нас говорят Аль-Хамд. Да, Аль-Хамд. Так, по-моему, да, говорят? Ну, у нас так говорили. Какие значения Сура Аль-Фатиха у нас? Кто-нибудь тафсир читал? Тафсир это так, 1, 2, 3 человека. 3 человека точно читали. Это хорошо, альхамдулилля. Попробуем разобрать. С каких слов начинается Сура Аль-Фатиха? Альхамдулилля. Альхамдулилляхи Раббил Алямин. А вот что значит альхамдулилля? Мы очень часто, когда что-то случается, говорят, как дела? Говорим, альхамдулилля. Что значит альхамдулилля? Хвала Аллаху. Давайте немножко вот альхамд разберем. Хамд это хвала, восхваление. Когда мы говорим, есть такое понятие, как благодарность. Благодарность происходит тогда, когда я тебе что-то хорошее сделал, а ты меня за это отблагодарил. Вот это шукр называется, да? Аллаха шукр, то, что мы говорим. Хамд, небольшая разница есть с хамдом. Какая? Хамд это восхваление кого-то, потому что он обладает какими-то качествами. Ну вот, например, представляете, вот здесь сейчас зайдет человек, который у него уникальный интеллект, разум. Он очень просто энциклопедия ходячая. Он прекрасно физически сложен. У него огромные достижения, там, я не знаю, в спорте, в каких-то социальных проектах. Но вообще много чего прекрасного и хорошего людям сделал. Описывается вот этими качествами. И он заходит к нам. Нам конкретно, он ничего хорошего никогда не сделал. Но если мы будем говорить, это такой-то человек, описывая его, это же восхваление будет, правильно? Разница понятна? То есть мы его хвалим за те качества, которыми он обладает. Так вот, альхамдулилля мы говорим, хвала Аллаху. Восхваляем Аллаха за те качества, которыми он обладает. Альхамдулилляхи, вся хвала, все восхваление, его заслуживает только лишь Аллах. Кто такой Аллах? Вот в чем вопрос. Что мы об этом знаем? Есть слово такое илях. Илях это тот, кому поклоняются. Иляхом может быть, не знаю, идол поставили. Это илях. Иляхом у кого-то являются деньги. То есть это его высшая ценность, это его объект его поклонения. У кого-то карьерный рост. У кого-то родина может быть иляхом. А кто такой Аллах? Кто такой Аллах? В чем разница между иляхом и Аллахом? Аллах единственный, а иляхов может быть много. Иляхов может быть много, а Аллах один. Это первое. Еще другая разница есть. А вы знаете, что язычники называли Бога-творца Аллахом? И христиане. Сейчас христиане, кстати, арабы христиане. Они Бога, как думаете, как называют? Аллах. Бога-творца они его называют Аллахом. Аллах называет Бога-творца. Иногда арабы еще говорят, что Аллах означает, что тот, который аллази ю'баду биль хак, тот, которому происходит поклонение по праву. Так вот вопрос. У нас есть, не знаю, родина, карьерный рост, семья, все что угодно. Какие-то очень уважаемые люди, предки. При всем уважении, почтении, любви к этим вещам, они не могут быть для нас божествами, объектами поклонения. Объектом поклонения может быть только кто? Аллах. Почему только Он может быть объектом поклонения? Потому что ислам это религия единобожия и... Смотри, ислам это... Ты сейчас тафсир ислама делаешь, разбор. Ислам означает покорность Творцу, Господу миров. И это религия единобожия, действительно. Но продолжение идет, на самом деле, ответ идет в самой Сура Аль-Фатиха. Что дальше идет? Альхамдулилляхи Раббил Алямин. Что значит Раббул Алямин? Господь миров. Смотрите. Вот здесь очень, поймайте вот эту связь. Господь всех миров. Что значит Господь всех миров? У меня все время, знаете, такой пример. То есть тот, который сотворил весь этот мир. Сотворил нас, наших предков, сотворил время, сотворил пространство, сотворил небеса, землю. Тот, который говорит для нас, что является
хорошо и что является плохо, что халяль, что харам по-другому. Так же? Тот, перед кем тот нам дает пропитание. Тот, который делал так, чтобы, давайте, вот это растение, чтобы они растения росли из земли. Он установил те правила, по которым существует этот мир. Вот это раб, значение раб. Творец, управляющий, кто определяет, что хорошо, что плохо. И тот, перед которым мы предстанем в судный день. И мы будем отвечать перед ним в судный день. Абсолютный властелин. Ничего не происходит в этом мире, кроме как с его соизволения. Но он раббом является не какого-то места, а всех миров. Понимаете разницу в чем? То есть это не царь, это не президент, не монарх, который вчера его не было, сегодня он есть, завтра он умрет, и который ограниченная власть и в ограниченном участке земли. Нет. Абсолютная власть, абсолютное знание, абсолютное могущество. И охватывает оно небеса и землю. Все, абсолютное. Альхамдулилля, вся хвала, все восхваление, поклонение. Его заслуживает обожествление. Его заслуживает только лишь отношение как к Богу. Только лишь Господь всех миров. Почему? Да потому что Он Господь всех миров. А почему только Он и больше никто? Кто может ответить? Нет никого более достойного. Потому что таких больше нету. Понимаете? Нету более достойного. Кто может быть более величествен, чем тот, кто является Господом небес и земли? Это очень важная вещь. Вы представьте себе, у меня вот такой вот пример в свое время пришел в голову. Я его здесь один раз приводил. Даже на записи где-то видел. Кого из олигархов вы знаете? Можете привести? Назовите любого. Абрамович, Березовский. Так. Дипаска. Представляете, вот Каримов или какой-нибудь принц эмиратовский. Давайте эмиратовский принц, более наглядно. Приехал в Москву, хочет Москву посмотреть. Представили? И вас именно, как так получилось через знакомых, что покажи ему Москву. И вы ему показываете Москву. Весь день с ним прокатались, проездили. Я говорю, слушай, незабываемое путешествие. Завтра от меня тебе подарок. Что вы ожидать будете на утро? Килограмм золота. Да. Звонок в дверь. Добрый день. Вот вам тортик за 2000 рублей. От принца такого-то. Что скажете? Альхамдулилля. Альхамдулилля. Ну внутри что? Вот жмот, а. Так же. Я-то рассчитывал. Дом на Рублевке, квартиру. Ну хотя бы какой-нибудь майбах будет. Или килограмм золота, да? Вот. Ну явно не тортик за 2000 рублей. Ну не соответствует его статусу. И тут, например, какой-нибудь... Вот брат Искандер, да? Студент? Да. Студент. Брат, как зовут, напомню? Наиль. Наиль. Да. Наиль ему Москву показал. Да. Как предположим, Искандер откуда-то приехал. Он говорит, все, я тебя отблагодарю. Тортик приходит. Нормально? Да. Ты от него килограмм золота не ожидал. Почему? Ну, студент, что-то. А это принцип. Разный статус, разные ожидания. И вот здесь то же самое. Вы представляете, о каком вознаграждении может идти речь, когда вам обещают награду за пост, за молитву, за то, что вы соблюдаете религию. Господь всех миров, который является абсолютным властелином всего этого. О каком вознаграждении может идти речь? Она невообразима. И точно так же, вы представьте, какое наказание может ожидать того человека, который ослушался не простого человека, а который ослушался Творца мироздания, того, кто управляет, является властелином небес и земли. Просто вот задумайтесь над значением. На уровне интеллекта, разума это понять еще как-то можно. Но вот действительно вникнуть в глубину вот этой мысли. Подумайте. Вся хвала, все величие, его заслуживает один лишь Аллах. Почему? Потому что Он Господь всех миров. Нет Ему равного. Лучше, более великого, могущественного, совершенного, чем Он, просто нету. И дальше Аллах Та'аля говорит, какой же Он? Немножко страшно становится, так же? Слушаюсь его. Ар-Рахман ир-Рахим. Я же столько ошибок совершил в жизни. Ар-Рахман ир-Рахим. Что это значит? Милостью, милосердным. Да. Ар-Рахман указывает на качество милости, которое в нем присутствует. Эта милость проявляется, вот то, что мы, рахма какая-то в этой дуне есть, это вот проявление этого его имени. Ар-Рахим. Означает, что он
тот, кто проявляет эту милость по отношению к своим творениям. И самая величайшая милость, когда проявится его? В судный день по отношению к тем, кто в него уверовал. Тем, кто приняли его руководство и последовали за ним. Вот это имя, оно в первую очередь проявится к верующим в судный день. Вакяна биль му'минина рахима, как в аяте приходит. Что это нам дает? Когда человек ошибки какие-то совершает, ему очень важно понять, как взаимоотношения с Господом своим выстраивать. Какой он. Когда ты понимаешь, что он Рахман и Рахим, то ты, соответственно, с ним выстраиваешь отношения. Давайте такой пример приведем. Бывают у каждого из нас проблемы в жизни, так же? Например, деньги нужны. Сколько нужно? 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов срочно нужно. Ну вот, есть, предположим, брат Наиль. У тебя есть 10 тысяч долларов? Нет. Студент, да? Да. Он студент. Ну, вряд ли у него 10 тысяч долларов. Но он добрейшей души человек, никогда не откажет. Если может помочь, он поможет. Ты к нему будешь обращаться? К Наилю будете обращаться? Нет, почему? Да нет у него смысл. Хорошо, а вот есть какой-нибудь Ренат, типа меня. Ну, может быть, вы видите, что тут чемодан денег. Но такой Ренат, он такой жмот просто. Да, если на себя, чтобы никто не обиделся. Такой жмот. Вы к Ренату будете обращаться? Смысл, он жмот. Он не даст ничего, так же? Смысл к нему обращаться. Когда вы знаете, что вас Господь является властелином всего сущего, и он еще описывается с тем, что он Ар-Рахман и Рахим, у вас выстраиваются соответствующие отношения. Знать имена, атрибуты Аллаха Тааля, это знать, какой Аллах Тааля, и знать, как с ним выстраивать отношения. Когда мы знаем, что он милостив, милующий свои творения, это определенные отношения выстраивает. А дальше идет Малики Яумиддин. Что значит Малики Яумиддин? Властелин дня воздаяния. Что значит день воздаяния? Смотрите, такое вот название. Брать там в телефон подсматривать, я знаю. Название день воздаяния. Как это понять? Что значит день воздаяния? Судный день. Судный день. То есть, когда каждому будет воздаяние за его дела. За благо благом, за зло злом. За благо благом, за зло злом. Молитву совершил, получи соответствующее. Ты проявил покорность перед Аллахом. Оставил молитву. Ну извини, ты оставил приказ Господа миров. Но заслуживает наказания. Но Аллах Тааля прощающий милости. Кому? Всем. Тем, которые идут к этой милости. Так же? То есть двери покаяния открыты. Двери прощения открыты. Какой бы грех человек ни сделал. Что нужно сделать? Тауба. Зайти. Таубу сделал. Таба означает возвращаться. То есть зайти в двери прощения Аллаха, в двери милости. Они открыты. Но царь судного дня, властелин дня воздаяния. День воздаяния, то есть воздание за благо благом, за зло злом. Очень важный момент здесь присутствует. Иногда говорят, почему столько несправедливости в этом мире? Почему дети умирают? Почему несправедливый человек, вот он притесняет людей, и вот своей жизнью в комфорте прожил и умер своей смертью собственной. Это несправедливо, наказания не получил. Возникает такой вопрос? Почему в мире столько несправедливости? Где Бог? Почему Он смотрит на это и так глаза на это все закрывает? Кто знает ответ? Давай, Врат. Ну, потому что этот мир — это испытание. И если бы Аллах вмешивался в этот мир, это не было бы смысла в этом испытании. Ключевой вопрос здесь. Этот мир не мир воздаяния. Этот мир — это испытание. Наша функция здесь — экзамен. Мы здесь испытываемся. Мы рабы Аллаха или же рабы страстей, рабы стереотипов, рабы каких-то идеологий, рабы брендов, шмоток. Какая наша религия? Кто? Что является для нас высшей ценностью? Этот мир не мир воздаяния. Этот мир — мир испытания. И мы испытываемся в этом мире через то, что мы ставимся в разные ситуации. Обязательства, которые Аллах Тааля возлагает на нас. Запреты. А нам хочется нарушить запреты. Не хочется иногда выполнять обязательства. Мы испытываемся через это. Это экзамен. Когда у нас все хорошо, помним ли об Аллахе или нет? Когда беда постигает, как мы реагируем на эту беду? Да? Как реагируем? Этот мир, мир испытания. Мир воздаяния где у нас? Ахиры. Теге дунья, да? Ахир, то, что называем. Когда будет расчет? День суда. День воздаяния будет.
Он царь, властелин дня воздаяния. А почему именно дня воздаяния он властелин? Вот это именно. Царь. Что значит царь? Властелин. Что никто не... Он распоряжается, он решает. Он властелин. Но почему именно дня воздаяния? Сейчас он разве не является царем, властелином? Как думаете? Вот если сестры кто-то ответит, будет хорошо. Почему в этом мире, он разве Аллах не является властелином в этом мире? Так. Является. Является. Но почему же не говорится так? Давайте подумаем, поразмышляем просто. Вы встречали людей, которые говорят, я Бог? Встречали? Я встречал. Ну, они просто, я человек, сам Бог для себя. И такие есть. Фараон себя Богом называл. Вы найдете правителей определенных людей, которые себя богами называют. Пускай даже в переносном смысле. Я хозяин свой, мне никто за меня ничего не решает. Я сам хозяин своей судьбы. Абсолютный. Не то, что я ответственный за свою жизнь. А я вот как вот что-то к себе притянул. А, слышали? Такая тематика. И вот здесь вот в этом мире есть те, кто утверждает, что они Бога, что они за пределами власти Аллаха Тааля. Но в судный день никто на это претендовать не будет, потому что все будут молчать, все будут бояться. Перед ними будет их вечность.